Девятнадцатого июня состоялась пресс-конференция, посвященная возвращению наших борцов чемпионата России по вольной борьбе, который проходил с 14 по 16 июня в городе Красноярск. Всего из Республики Саха-Якутия в нем приняли участие 19 спортсменов в 6 весовых категориях. Серебряную медаль нашей республики принес Тимур Пестерев. В финале с борцом из Республики Дагестан, выигрывая со счетом 9-5, Пестерев попался на прием противника и проиграл, завоевав серебро. А 8-9 июня в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Бронзовую медаль в весовой категории 67 кг завоевала наша спортсменка Анастасия Щавлинская, которая в полуфинале проиграла спортсменке из Красноярского края. Мы к этому чемпионату готовились в Кисловодске, в городе Кисловодске, в горах, чтобы функциональность, объем прибавить. Так, подготовление к этому чемпионату прошло успешно. И вот 14-16 июня в Красноярске в дворце Ярыгина прошли соревнования. У меня получилось бороться во второй день. Итак, как вы сами знаете, что у меня результат как серебро, это не так уж радостно, но будем стараться уже выиграть. Но в общем соревнование прошло в таком уровне, что даже вот самые такие лидеры первые номера все проиграли. Вот к этой чемпионате России стали только все новые имена. Вот поэтому это, как говорил старший главный тренер России, это сенсационный чемпионат России. Готовились мы здесь, у нас в республике. Вообще было много этапов. Это и сборы в составе сборной команды России. Потом у нас был горный этап. Мы были в спортивной базе «Озон». И заключительный этап уже проходил у нас здесь, в Якутске. Готовились. Вот. На чемпионате России я выиграла первую схватку, потом я боролась за выход в финал. К сожалению, у меня не получилось, немножко не хватило. Моя давняя соперница, с ней мы боремся. Была очень упорная схватка, и, к сожалению, я проиграла со счетом 2-1. Вот, расстроилась сильно после этого, но потом собралась, и нашла все силы выйти и отбороться хорошо за 3-е место. 18 июня на стадионе Туймада прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике в честь олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта СССР Пенигиной Марии Джумабаевны. С каждым годом данный турнир приобретает, как говорится, больше массовости. Приезжают гости с Бурятии, с Иркутска. И мы надеемся так, что популяризация легкой атлетики в нашей республике будет набирать обороты. Тем более нам есть чем гордиться. Очень хорошие результаты показывают наши земляки. Все в курсе побед Евгении Колотко. На прошлой неделе у нас замечательно выступила Наталья Леонтьева на 10 тысяч километров, на 10 тысяч метров в беге. И, в принципе, она вошла в сборную России и будет представлять республику на универсиаде в Казани. Вот. Поэтому думаем так, что со следующего года более массово будет проходить, больше будет приезжать гостей, что позволит и нашим спортсменам показывать наиболее высокие результаты. Есть к чему стремиться, есть на кого равняться. То есть надежды на данный турнир всероссийский очень большие у нас. 21 июня в местности Арылах был зажжен огонь Игорь-Манчары. Белый шаман Александр Артемьев Кулан по якутскому обычаю разжег огонь, угостил ичи оладушками и огненным кумысом, поклонился богам и попросил для участников эстафеты мужества и выдержки достойно исполнить благородную миссию – пронести огонь 19-й спартакиады Игоря-Манчары до Чурапчи. После обряда в Балагане, где родился Василий Манчары, в присутствии главы Мегино-Кангаласского улуса Николая Старостина, министра спорта Республики Саха-Якутия Михаила Гуляева и директора Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары Иннокентия Григорьева, алгысчит Виталий Ачиров зажег огонь 19-й спартакиады по национальным видам спорта Игоря Манчары.
Наши бегуны во главе с руководителем эстафеты Дмитрием Гороховым в течение 10 дней должны будут преодолеть дорогу через 4 улуса и 26 наслегов и 1 июля доставить огонь игр Чурапчу. Вот сегодня в родном Аласе Василия Манчары, в местности Рылах, мы зажгли огонь 19 игр Манчары. Значит, примечательно то, что мы это сделали именно за 10 дней до начала игр. И примечательно то, что это уже стало доброй традицией, начиная с игр 2005 года. Это 17 игр, которые проходили в селе Мая, тоже прошли. Церемония зажжения огня прошла тоже в этом же Аласе. И каждые 4 года мы возвращаемся в это место. И отсюда начинает свой путь эстафета огня игр Манчары. 25 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялась презентация книги «Триумф» Павла Пенигина, посвященной выдающемуся борцу, олимпийскому чемпиону 1976 года Павлу Пенигину. В увлекательной форме в книге рассказывается о семье олимпийских чемпионов Павле Пенигине, Марии Пенигиной-Кульчиновой и Тимире Пенигине, а также об истории мировой вольной борьбы, о знаменитых атлетах и тренерах разных времен и народов. Книга «Триумф» Павла Пенигина выпущена красноярским издательством Inspire тиражом 1500 экземпляров. Эксклюзивный тираж не поступит в открытую продажу, а будет распространен в подарочном порядке. Например, книга будет вручена всем победителям 19-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары-2013». Вы знаете, я хочу сказать, что с Якутией я знаком 2007 года. До этого в Якутске не был ни разу. Ну и когда я в 2007 году приехал, скажем, меня поразила вот Якутия и народ якутский, и люди, которые настолько, скажем, глубоки душой. И хотелось, конечно, сделать много хорошего для Якутии. И я, по крайней мере, могу сказать, что у нас получилось. У нас получилось. Я думаю, что судить в первую очередь вам, читателям, мы старались. И все-таки то время, которое было нам отведено, оно нам позволило со всех сторон посмотреть на олимпийскую семью, на богатейший опыт, который можно передать. И, соответственно, со вкусом это сделать, чтобы она не только хорошо читалась, но и смотрелась. И, соответственно, это было одним из предметов гордости. Мы делали подарочное издание. То есть, и это как бы была основная задача, то есть, которую мы осуществляли. Идти вперед, добиваться целей, побеждать. Спорт для меня – это прекрасная возможность доказать себе и моим близким, на что я способна. Когда я тренируюсь, я не должна отвлекаться ни на что. Только так я смогу сосредоточиться на победе. Единственное, в чем я нуждаюсь, это источник сил и энергии. Поэтому я выбираю АКВС. АКВС – вода для тех, кто стремится к вершинам.